как с поэтом. И это случилось благодаря ее учителю русского языка и литературы Гульнаре Гайсиной, которая меня остановила однажды в коридоре и сказала: «Наиля Наильевна, нельзя ли поместить стихотворение Насти, которое она пишет, в школьную газету?» Я тогда даже не знала о том, что Настя у нас пишет стихи. Настя подошла ко мне, и мы начали публиковать ее стихи просто в нашей школьной газете. Затем у нас началось сотрудничество с редакцией газеты «Трудовая слава». И ее стихи активно публиковались на страницах нашей районной газеты. И однажды в беседе с Настей я ее спросила: «О чем ты мечтаешь, Настя?» Настя сказала, что очень бы хотела, чтобы получился ее сборник с ее фотографией, с красивыми иллюстрациями. Но вот это и стало отправной точкой для того, чтобы создать эту книгу. Настя стала активно писать. На каждой перемене практически писала стихотворения, приносила их. И в этот сборник вошло 101 стихотворение, которое проиллюстрировала наша ученица, тоже ученица нашей школы, Ксения Муравьева. И этот замечательный творческий тандем состоялся, и мы издали эту книгу. И я хочу сказать, что книга получилась невероятной. Несмотря на то, что над ней трудились две молодые юные девушки, она получилась совершенно нелегкомысленной. Это книга с глубокой философской мыслью. И так может писать только Настя. Это действительно ее дар. Слагать стихи, подбирать рифмы, я думаю, смогут многие. Но так глубоко задевать души могут только определенные люди. Сегодня я хочу сказать о том, что это только дебютная книга Насти, куда вошли первые ее стихотворения. Уже сейчас Настя очень выросла поэтически, и ее нынешние стихотворения просто поражают глубиной своей мысли.